Качество дорог оставляет желать лучшего, ЖКХ в плачевном состоянии, да и работы совсем нет. Эти проблемы озвучили жители Алдана во время отчета городской администрации и руководства района. О чем еще спрашивали, узнал наш корреспондент Руслан Павлов. Власти поселения Алданского района отчитались перед населением о проделанной работе в прошлом году. К проблемным вопросам 2015 года были отнесены ЖКХ, содержание и ремонт дорог, собираемость налогов, сокращение рабочих мест. Прошедший год явился не очень удачным в плане безработицы. Количество безработных у нас увеличилось вдвое и составляет 245 человек по сравнению с 2014 годом. Но тем не менее было трудоустроено 1341 человек, и службы занятости нам дают вакансии на 343 места, но в основном это рабочие профессии. Создать 70 новых рабочих мест планируется с вводом в строй бизнес-инкубатора в Алдане. У начинающих предпринимателей появилась возможность осуществлять свою деятельность на условиях льготной аренды. В реальном секторе экономики значительно перевыполнен план по добыче золота. По разным программам введено в строй 3 многоквартирных дома. На практике заработала программа по переселению из аварийного жилья. Почти в 2 раза выросли объемы жилищного строительства. В 2015 году сдано 8,7 тысяч квадратных метров жилья. Рачительная политика власти района сплотила некоммерческие организации. Центр «Стимул» собрал под одной крышей более десятка НКО, которые объединяют усилия в совместных проектах. В непростых экономических условиях удалось принять сбалансированный бюджет на текущий год и стабилизировать политическую обстановку в поселениях районов, где в 2015-м состоялись непростые выборы глав и депутатов муниципальных образований. Руслан Павлов, Дмитрий Залевин, Сергей Шипачев, НВК «Саха», Алдан.